Дорога до Рудного поля через Накинский автозимник занимает у водителей груженных фур более 2 суток, а с учетом времени на разгрузку и все 3 дня. Поэтому в целях безопасности движения зимник оборудован специальными пикетами и автопунктами, где дальнобойщики могут отдохнуть и набраться сил. Насколько условия проживания соответствуют требованиям, узнавал Сергей Евсюков. Зимник – дорога трудная. 300 километров по марям и лесным чащобам – это не 300 верст по круглогодичке. Подъемы и склоны, частые неровности, которые водители сравнивают со стиральной доской, затрудняют путь. Среднетехническая скорость на зимнике всего 24 километра в час. Дорога утомляет, поэтому, чтобы исключить воздействие неблагоприятных факторов и обезопасить движение, зимники оборудованы специальными пунктами. На середине пути до Накына дальнобойщика встречает Батуобинский пикет. Основное предназначение подобных пикетов – это дозаправка топливом. На базе постоянно имеется необходимый запас ГСМ, который регулярно пополняется топливозаправщиками из Мирного. Погрузка ведется по счетчику и ведет учет и контроль местный дорожный рабочий Рауф Емалтынов. Рауф, насколько часто проводите заправку? Ну, в данный момент машин не очень много, но примерно машин 30-40 каждый день заправляем, дозаправляем. В основном идут с Ленска, с Мирного и Кусты, с Накына. Дозаправка, а потом отдых, если позволяет время. Или наоборот. Пикет – это теплый домик с печным обогревом. Здесь водители могут переночевать, покушать и набрать горячую воду в термосы для чая. Есть на пикете и спутниковая связь. 2 раза в сутки Рауф Емалтынов передает сводку о прохождении транспорта и изредка возникающих поломках. На расстоянии около 200 километров от Батуобинского автопункта следующий, он же конечный, уже в самом Накыне. Это одноэтажное общежитие, оборудованное всем необходимым для комфортного проживания рабочего персонала. Голодным отсюда никто не уходит, так что обратный путь, путь домой, отдохнувшие и набравшиеся сил водители проходят с настроением. Тем более, когда и погода на твоей стороне.